Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Масштабно и душевно. Хороший день, солнечный, прекрасное настроение, боевое. Как в Казани прошел общегородской субботник, увидел Дмитрий Аренин. Сезон открыт. У вас номера не сходятся с оружием и с разрешением. Сегодня в Татарстане стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. Сколько нарушителей выявили в первый день, расскажет Рамиль Галиуллин. 20 лет правильных слов. Чистота языка, красота языка, она должна, безусловно, сохраняться. Как в Казани прошел юбилейный тотальный диктант, расскажет Рамиль Шайдуллин. Рустам Минниханов сегодня прокомментировал вторую атаку на Татарстан вражеских беспилотников, которая произошла на этой неделе. Системы ПВО развернуты, и они показали хороший результат, подчеркнул Раис. 17 апреля Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили украинский аппарат в районе набережных Челнов. Как сегодня отметил Рустам Минниханов, безопасность граждан – наша первостепенная задача, особенно в преддверии предстоящих праздников и крупных международных событий. Какие поручения он дал и что уже предпринимается для усиления безопасности в Татарстане, наш репортаж. Вооруженные силы Украины не оставляют попыток нанесения террористических ударов по объектам нашей республики. На этой неделе на Татарстан был совершен второй налет. Напомним, в начале месяца дроны атаковали промпредприятие Нижнекамска и общежитие в Алабуге. Тогда пострадали 14 человек. В эту среду Минобороны сообщила, дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе набережных Челнов. Обошлось без разрушений и пострадавших. Это очень важно, то, что силы развернуты, и они показали хороший результат. Следует в случае поступления соответствующего сигнала оповещения обеспечить реализацию всего комплекса мер безопасности. Вести в трудовых коллективах и среди населения постоянную разъяснительную работу о порядке действий в случае объявления тревоги. Рустам Минниханов отметил, должна быть информация о расположении мест укрытия от возможных воздушных атак. Поручил обеспечить соблюдение спокойствия и порядка при ЧС. В городах и районах уже начали проверять и приводить в порядок бомбоубежища. Вопросы безопасности приобретают большую актуальность в преддверии Дня Победы, подчеркнул Раис Республики. Главам поручено уделить особое внимание антитеррористической защищенности массовых мероприятий. Безопасность граждан – наша первостепенная задача. Необходимо принять все меры по пресечению любых попыток дестабилизировать ситуацию. Надо быть бдительным. Ничего в этом такого сложного нет, но бдительность везде она должна присутствовать. И не надо нагнетать. У нас все хорошо. Но будет все хорошо, если мы будем немножко внимательны и четче. Что касается защищенности наших объектов, на самом деле я благодарен Министерству обороны, правительству. Наше обращение оно рассмотрено. Мы имеем систему защиты надежную, но мы должны быть внимательны. На этой неделе Госсовет Республики внес изменения в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по предотвращению и минимизации будут проводиться как в режиме повышенной готовности, так и в повседневной деятельности. Как сообщил на сессии Фарид Мухаммедшин, на защиту крупных промышленных предприятий уже выделили финансы. На защиту наших опасных таких производств, крупных производств, на защиту направлены средства для покупки зондов там и так далее, мешающих действиям этих устройств. Рустам Минниханов сегодня отметил, важно и неравнодушие жителей. Когда беспилотник летел по Татарстану, большое количество людей успели проинформировать специальные службы. Этот беспилотник летел, масса людей отреагировала и проинформировала. Очень важно, его видно, как летит. И то, что люди такие, реагируют на эти вещи, все это, надо быть более внимательным. Это наши республики, это наша земля, это наша страна.
Кто ее должен защищать? Мы должны защищать. Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов и директоров предприятий быть внимательными и донести до всех необходимую информацию. Алия Хайрудинова, Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. А теперь о том, как проверяют бомбоубежище на этой неделе. Эта работа началась в Альметьевском районе. Такое поручение на внеочередном заседании антитеррористической комиссии дал Тимур Нагуманов. В городе 108 укрытий. При осмотре выяснилось, многие из них захламлены бытовым мусором и непригодны для людей. Кто в ответе за содержание критически важных объектов, узнала Светлана Звонарева. Пахнет здесь, мягко говоря. Жители 19-го дома по улице Гагарина решили сами проверить убежище. Запах не единственный неприятный сюрприз, который их ждал. Вокруг непроходимые горы мусора. В данных пишут, в интернете, то, что оно является укрытием. Если что-то случится, все эти ближайшие дома пойдут к нам. В таких условиях вот они будут, получается, если не дай бог, что случится. Жильцы управляющей компании обвинили в таком хаосе друг друга. Первые самостоятельно ломают замки и складируют мусор в бомбоубежище. Вторые его не убирают и не ремонтируют канализацию. С жильцами просим привести наш подвал в состояние, которое соответствует бомбоубежищу, так как в данный момент там находиться нельзя. Потому что и фекалии, и мусор, и все это течет, плывет. За состояние укрытия отвечает управляющей компании, на чьем балансе находится дом. По правилам технического оснащения в помещении должны быть биотуалеты, свечи, огнетушители и еще десятки важнейших пунктов. Управляющая компания на сегодняшний день не совсем воспринимает важность данного вопроса, после чего мы составляем акты на устранение данных замечаний. После проверки в доме на Гагарина оперативно началась уборка. На место приехали представители управляющей компании. И второй тоже сделайте под него. Очистит, все очистит. Все, хорошо, спасибо. Бомбоубежища по улицам автомобилистов и 8 марта отвечают всем требованиям. Сейчас в Альметьевске 108 таких объектов. Со временем их количество планируется увеличить. Главная задача – привести все в нормативное состояние. Светлана Звонарева, Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, ТНВ, Альметьевск. Масштабно, душевно, семейно. Сегодня в Казани прошел общегородской субботник. Горожане вышли убирать свои рабочие места и общественное пространство. Чиновники с граблями вместе с детьми очистили территорию у речного порта, Людской садик, набережную Казанки. В этом году предусмотрели своевременный вывоз мусора. Кто и как сегодня убирался и что необычного нашли в ходе субботника, увидел Дмитрий Аринин. Как говорят любители поудить, для рыбалки Казанка место удобное. Только хотелось бы, чтобы речка была чистая. Если здесь чисто просто не будет, здесь даже рыба не будет ходить. Потому что здесь грязно, она здесь будет умирать, либо же там будут в ней черви заводиться. На радость рыбакам очистить берега Казанки от мусора сегодня вышли активисты молодежного движения «Будет чисто». Обнаружили много стеклянных и пластиковых бутылок. Мусор здесь висит даже на деревьях. Мы для этого здесь и есть, чтобы убрать за ними все. Все найденное для удобства последующей переработки сразу раскладывали по разным мешкам. Это место для Казани очень знаковое, потому что здесь очень часто гуляют люди, молодежь, семьи. Вот сейчас даже видели, что с семьями, с детьми вышли на субботник, тоже убираются. Физический труд, он в нашей семье присутствует. В Людской сад по традиции сегодня пришли убираться депутаты Госсовета и сотрудники аппарата парламента. Многие привели с собой детей. Раньше убиралась, второй раз. Это несложно. Людской сад – один из старейших в Казани. Ему более 200 лет. Для многих это любимое место прогулок. Наши родители совместно с своими предприятиями также выходили на субботники. И, конечно же, сейчас это не исключение. Идет в республике и по всей стране месячник «Эковесна». Несколько этапов. Но у каждого, наверное, должно быть сознание внутри, чтобы выйти, почистить свой двор, выйти, свой сквер рядышком находится. Как говорят парламентарии, субботник прошел продуктивно. Мешки с листвой и мусором погрузили в несколько машин. В траве нашли и чей-то потерянный телефон. Нам благодарен Горзеленхоз, мы благодарны ему. Они нас обеспечивают инструментами, а мы их рабочей силой. У речного вокзала Казани сегодня выставился большой десант сотрудников столичного исполкома и депутатов Казгордумы. Во главе с Ильсуром Медшиным они очистили от листвы и мусора лесопосадки и газоны. В непривычном амплуа с граблями наперевес сегодня можно было увидеть многих руководителей, например, Дениса Калинкина и Дарью Санникову. Сегодня все на субботнике. Не только сегодня, мы начали двухмесячник уже на позапрошлой неделе. И я с благодарностью смотрю через окошко, когда проезжаю, как
у того или иного здания, объекта собственники или просто хозяева работают. Сегодня в Казани очистили 1,5 миллиона квадратных метров зеленых зон. За 2 недели экологического двухмесячника из города вывезли 25 тысяч кубометров отходов. В следующую субботу состоится генеральная уборка «Республиканский субботник». Центральной площадкой станет Ноксинский лес. Участников ждет новый формат. Будет экологический семейный фестиваль с уборкой в виде квеста. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, Рисан Саитова, ТНВ, Казань. В Татарстане продолжается капремонт соцобъектов и многоквартирных домов. Уже в работе 406 зданий в 36 районах. Об этом на совещании в Доме правительства рассказал министр Марат Айзатуллин. Сегодня подрядчики ремонтируют 11 детских садов и 24 школы. В планах начать реконструкцию 10 пищеблоков. Обновят ФАПы, поликлиники, стационары. Глава Минстроя также доложил о ходе всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств, благоустройство которых состоится в 2025 году. Так, за последние 7 дней проголосовали 98 тысяч жителей республики. Проголосовать можно на сайте городсреда.ру или на республиканском портале госуслуг. Татарстанские аграрии наращивают темпы весенне-полевых работ. О ходе посевной Рустаму Минниханову сегодня доложил глава Минсельхоза Марат Зяббаров. К подкормке и барнованию приступили все районы. На сегодня обработано больше половины площадей озимых. В 26 районах уже сеет рапс, ячмень и пшеницу. Это почти 15 тысяч гектаров. Рустам Минниханов призвал активнее готовить технику, в том числе и кормозаготовочную. В этом году в Татарстане предстоит восстановить кормоуборочные комбайны, самоходные косилки, пресс-подборщики. По словам Марата Зяббарова, их ремонт должен быть завершен к 10 мая. Самое главное сейчас технику готовить, тем более вот эта энергонасыщенная техника, она, как правило, иностранная. Значит, по севу техника, по технике, в принципе, готовность хорошая. Сейчас вот уже надо упор делать на кормозаготовку. Кормозаготовочная техника. Да, вот по ней мы план поставили. Вот 13 мая планируем уже выехать на осмотр техники комиссионной. Сегодня в Татарстане открылся весенний сезон охоты на водоплавающую дичь, уток и гусей. Сотрудники Комитета по биоресурсам и Росгвардии уже вышли на совместные рейды по охотничьим угодьям, проверяют разрешение на оружие и промысел. Опыт прошлых лет показывает, нарушители еще не перевелись. Только за сегодня добычей правоохранителей стали больше 10 человек. Какая обстановка в Рыбно-Слободском районе, расскажет вернувшийся из рейда Рамиль Галиулин. 7 утра, а инспекторы уже на чеку. Раньше них встали охотники. Для них сегодня праздник. Открыли сезон. У компании «Максима» документы и оружие в полном порядке. Как и добыча. За несколько часов 3 тушки. Как в моем понимании, добыча именно каких-то трофеев. Не которые просто там сфотографировал и выкинул, а именно то, что добыл, то и съел. То есть, ни лишнего, не браконьерничать. У вас номера не сходятся с оружием и с разрешением. А это грубое нарушение. Поэтому для Владимира, скорее всего, сезон охоты закончится, едва начавшись. Оружие придется изъять. Мужчина в охоте не новичок, но как такое произошло, не понимает. Вот вместо этой семерка, она же так же пишется, а там дробь оказывается, не семерка. Остальные цифры все сходятся же. Пока специалисты Госкомитета по биоресурсам изучают разрешение на добычу и охотничий билет, сотрудники Росгвардии проверяют оружие. Рейд проходит в угодьях Рыбной Слободы, в одном из самых излюбленных мест у охотников. Проводим осмотр машин, да и в целом изъяснительную программу тоже проводим, территорию, чтобы не нарушали, заказники не заходили. За охоту без документов грозят штрафы и изъятие оружия. Однако не всех это пугает. Только за сегодня инспекторы выявили 10 нарушителей. Соблюдали правила далеко не все и в прошлом сезоне. Весной 2023-го было проверено 900 охотников. В результате было составлено 12 административных протоколов. По итогам рейдов 26 владельцев лишились своего оружия. Сегодня в Татарстане свыше 40 тысяч охотников. Зарегистрировано оружие почти в 2 раза больше. Контроль за его оборотом ежегодно дает свои результаты.
В ходе проводимых в 2023 году профилактических мероприятий за различные нарушения правил оборота оружия изъято 546 единиц оружия. 2227 владельцев оружия привлечено к административной ответственности. С этого дня в республике разрешено стрелять только уток и гусей. Рейды по охотугодьям будут проходить ежедневно. Меры безопасности при обращении с оружием проверяем. Запрещено стрелять низколетящие, взлетающие птицы запрещено стрелять, по сидячей на проводах запрещено, также запрещено стрелять по неясным целям. Также при соблюдении правил охоты это запрещено охотиться с подхода, разрешено только именно из-за укрытия. Сезон охоты на водоплавающую дичь продлится до 29 апреля. Рамиль Галиуллин, Алмаз Заединов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. На этой неделе открылся мотосезон из-за теплой погоды на месяц раньше привычного. Только в прошлом году произошло 75 ДТП с участием мототранспорта. В них погибли 4 человека, получили травмы 82 байкера и пассажира. Автоинспекторы начали рейды на мотоциклах. Мотопатруль – давняя практика, эффективная при преследовании и задержании нарушителей на байках. Сегодня 4 патруля дежурят на дорогах Казани. За их работой наблюдал Искандер Гемалдинов. Прекращение противоправных действий. Отбираем объяснение. Рано утром сотрудники госавтоинспекции проходят инструктаж и отправляются на патрулирование города. Их задача – контроль за мотоциклистами. В Казани открылся мотосезон. Это означает, что с этого дня на улице города будут проходить дежурства мотоэкипажей. Они состоят из 2 сотрудников госавтоинспекции и 2 мотоциклов. Сотрудники вправе проверять документы не только мотоциклистов, но также и водителей. Александр Курочкин пересел на мотоцикл 5 лет назад. На нем шлем и защитная форма. Яркая, со светоотражающими элементами. Именно такая должна быть у каждого мотоциклиста. Лично мой круг общения соблюдает просто от и до. Обязательно страховка, ни одного дня, чтобы рассрочки не было. И экипировка обязательно. Тоже, вот как вы видите, как сотрудник полиции тоже, чтобы меня видели, это безопасность. Раньше у меня были черные куртки. Это, конечно, на дорогах автомобилисты меня не видят и может привести к аварии. Я хочу быть как можно ярче, чтобы избежать ДТП, и это безопасность. Проспект Ямашева – один из самых опасных участков Казани. Широкая проезжая часть для многих мотоциклистов является своеобразной гоночной трассой. Иногда скорость доходит до 250 км в час, и только мотопатруль может остановить нарушителя. Роман Рязанов встречает уже 4-й мотосезон. По его словам, нужно быть аккуратнее на дорогах и не создавать аварийных ситуаций. Вы знаете, надо ездить с головой, самое главное, поэтому можно и на велосипеде, так сказать, упасть, повредиться. То есть надо рассчитывать свои силы и не торопиться. За 2023 год в Татарстане произошло 75 ДТП с участием мотоциклистов. В этом году уже 6 аварий. 1 погиб, 5 пострадали. В среду в Лаишском районе в ДТП столкнулись байк и Лада. Автолюбитель не заметил двухколесный транспорт. В текущем году пресечено более 170 правонарушений, которые совершили данные участники дорожного движения, из которых 13 – это управление мотоциклом в состоянии опьянения, и 28 управления мототранспортным средством без водительского удостоверения, либо лишенных права управления транспортным средством. Также пресечено более 60 нарушений скоростного режима в автоматическом режиме по фото-видеофиксации. В связи с открытием сезона мотопатрули будут работать на постоянной основе. Рейды продлятся до 28 апреля. Искандер Гемалдинов, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Поздравить представителей местной власти с профессиональным праздником приехал Рустам Минниханов, а также Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаммедшин. Раис республики отметил, без участия муниципалитетов не решается ни одна масштабная задача общегосударственного уровня. Благодаря поддержке федерального центра и собственному потенциалу республики в городах и районах успешно решаются многие задачи территориального развития. Местные органы в силу установленных законом полномочий отвечают за решение самого широкого круга вопросов, в том числе образование и воспитание молодежи, межнационального и межконфессионального мира согласия, жилищно-коммунальное хозяйство,
транспортное обеспечение, развитие экономики малого и среднего бизнеса. Местное самоуправление – это власть непосредственно и прямо связанная с жизнью каждого человека. Сложно представить себе работу более ответственную. Тепло и свет в домах, водоснабжение, состояние улиц и дворов, благоустройство, образование, культура и спорт и другие заботы лежат на плечах муниципалитетов всех уровней. Для сбора средств жителям, пострадавшей от наводнения Оренбургской области, открыт расчетный счет. Он действует при Всемирном конгрессе татар. Реквизиты на экране, также на сайте ВКТ. Для удобства есть и QR-код для перевода. Как отмечают в Конгрессе, на призыв о помощи уже откликнулись наши соотечественники и стали переводить средства из разных регионов страны. Сегодня республика присоединилась к юбилейной всероссийской акции «Тотальный диктант». В этом году она проходит в 20-й раз. В Татарстане писали более чем на 1000 площадок. Одной из них стал культурный центр имени Пушкина в Казани. Юбилейный диктант здесь посвятили 225-летию со дня его рождения. Кто сочинил текст, как участники справились с заданием и почему на проверку шли как на праздник, расскажет Рамиль Шайдуллин. Под звуки скрипок и виолончелей горожане собираются в культурном центре имени Пушкина, чтобы проверить свои знания великого и могучего. Давайте дальше продолжим. Если кто-то заранее уверен в хорошем результате, то постоянная участница акции Гульнара Закирзянова немного волнуется. В прошлый раз мы получили 4. По грамматике у нас было, слава богу, 5. Но были небольшие орфографические ошибки. Но волнение небольшое есть. Кто-то, как студентка Валерия Синюхина, уверен, участие в диктанте поможет и в учебе. Да, это дополнительные баллы в КФУ. У нас бальная рейтинговая система, то есть за участие в разных активностях можно получать баллы и потом применять их на сессии. Словом, если кто-то сомневается в своих способностях, знание русского языка можно проверить заранее. Прямо здесь на стене написаны устойчивые словосочетания, в которых мы часто допускаем распространенные ошибки. Например, вот это не мое, а мой. День рождения я. Организаторы отмечают, самая частая ошибка сегодня в словосочетании «до» и «скольки». Всегда спрашивают, до скольки работает магазин, но правильнее до скольких. Вырезки из уже несуществующих газет. В полной тишине звучит текст этого года. Отрывок получил название «Дорогой дневник». Его написала прозаик и журналист Анна Матвеева. Диктует Ильшат Аминов. Это очень богатый, очень выразительный литературный текст, который позволяет в полной мере понять грамотность человека, его степень его подготовленности и, главное, степень знания, богатства нашего дорогого, любимого русского языка. Проверяем. В Национальной библиотеке этот же текст зачитал сенатор Александр Терентьев. Он отметил грамотное использование исконно русских слов в современном тексте. Безусловно, мы не можем уйти от взаимствований. Но чистота языка, красота языка, она должна, безусловно, сохраняться. И те диктанты, которые проводятся, они нас возвращают как раз к красоте русского языка. На написание диктанта дается час. Где поставить точку, а где запятую, каждый решает сам. Трудность в диктанте прямая речь. Прямая речь в начале предложения, в середине и в конце. В Татарстане тотальный диктант прошел более чем на 1000 площадок. 5-я часть из них в Казани. Результаты будут известны 30 апреля. Их опубликуют на официальном сайте акции. Рамиль Шайдуллин, Амсис Гарипов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте в электронной газете «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дихате. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисес. В предстоящие сутки Татарстан попадет под влияние атмосферного фронта, но температура останется высокой. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске, Высокой горе переменная облачность, без осадков. Температура днем 19-20, ночью 10-12 градусов тепла. В Буинске, Тетюшах и Апастово облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем от 16 до 20, ночью от 10 до 13 градусов тепла. В Чистополе, Черемшане и Мамадыше переменная облачность, дождей не обещают. Температура днем плюс 20-25, ночью плюс 11-15. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Агрызе переменная облачность, без осадков. Днем 19-23, ночью 9-11 градусов выше 0. В Альметьевске, Азнакаево и Бавлах температура днем 24-25, ночью 12-15 градусов тепла. Здесь облачно с прояснениями, без осадков. Комфортная погода прогнозируется и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 20 градусов, ночью 12 градусов тепла. Будет облачно, но без осадков. В Болгарах днем 16 градусов выше 0, ночью около 9. Здесь будет переменная облачность, дождей не ожидается. В Елабуге температура составит плюс 20 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью 11 градусов. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 19 и 20 апреля в аптеках Фармленд на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С 19 по 27 апреля в клинике варикоза нет. Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. С 19 по 27 апреля 2024 года в клинике варикоза нет. Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Казань, улица Достоевского, 40. Запись по телефону 8 843 212 20 10. В столице Татарстана тепло и облачно, без осадков. Температура днем 20 градусов тепла, ночью 13 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление выше нормы, 462 мм ртутного столба. Ветер восточный до 6 метров в секунду, влажность 33%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Будьте здоровы, хороших выходных.